Україн висла, бедати дали, висла, бедати дали, синині мали том дева лемічани, туша силен джолінджі, засилен веснінджі, киса силен кизінджі. Глотово, одно из старейших селений Коми, впервые упоминается в 1585 году как погост Глотово-Слободка. Несмотря на свой значительный возраст, оно сохранило свою непосредственность и самобытность. Село стоит на месте, где встречаются две реки – Мизень и Ирва, богатые ценной рыбой. Холмистые пейзажи, с которых оно просматривается, как на ладони. Глотовская слобода в прошлом общепризнанный центр коновальского промысла на Ударе. Профессия местных жителей, прославившая Глотово в ближней и дальней округе, появилась тысячи лет назад, на протяжении веков оставаясь нужной и важной. Коновалом называли ремесленника-ветеринара, который, не имея специального образования, занимался лечением скота, преимущественно лошадей. Коновальством промышляли ходившие из деревни в деревню крестьяне, а также кочевые цыгане. Этот отхожий промысел был востребован, так как лошадей и другой домашний скот тогда содержали на каждом подворье. В XVIII-XIX веках здесь было до 150 коновалов. Поздней осенью они разъезжались по всей России. Говорят, что доходили до Алтая, бывали в Перми, в Сибири, по всей России ходили. Слово «коновал» русское произошло от слов «валить коня». Если простыми словами сказать, коновал холостил, кастрировал коней, а для этого нужно было валить коня. Коновалы не только холостили коней, они лечили домашних животных, и не только коней, но и свиней холостили, коров лечили, выпиливали рога, если нужно. Коновал выполнял роль не только лекаря. Человек, обладавший специальными знаниями, недоступными простым обывателям, всегда наделялся особой силой, сверхъестественными способностями. Тесно связанный с природой, имеющий власть над животным миром, в традиционном представлении он считался знахарем, колдуном. Магическая сила, волшебная сила. Они обладали какой-то магической силой. Так один мужчина пришел в Глотово, купил корову. Сам он был из Макарыба. Встретил друга, который предложил задержаться, посидеть, давно не виделись. На что мужчина сказал, что ему нужно отвезти корову до деревни. А друг Коновал ему и говорит: «Не беспокойся, корова твоя дойдет до дому». Коновал что-то нашептал корове на ухо. И действительно, корова нашла дорогу. Пришла не только до деревни, но и нашла хлев нового хозяина. Это реальная история из жизни. Это придуманная история, а сбылись история. Вспахивая весной, значит, вот эти большие угодья, земли, лошадь вдруг падает, как мама говорила, падает. И упала, и она говорит, что я вижу, что она дышит так тяжело, потом начинает храпеть, а потом вообще перестает дышать. А дед, вот, имея самообладание, которое в таких случаях, наверное, необходимо, он, говорит, наклонился к ней и стал что-то шептать ей на ухо. Я так думаю, что это, наверное, была та самая молитва, которая помогала, так ведь, и которые знали эти вот коновалы. Вдруг конь стал
это дергаться, или лошадь, дергаться. Потом открыла глаза, стала как бы еще больше, взбрыкнулась и сама встала. Вот, отдохнула, и опять начали, дед это встал за плуг. Власть коновалов часто распространялась и на людей. Они могли остановить кровотечение, вылечить от испуга, а также приворожить, обворожить. В целях сохранения магической силы отворотов и приворотов все слова знахари произносили лишь мысленно. Непревзойденное мастерство глотовских коновалов осталось жить в поговорке: «Глотовские коновалы коня и без ножа кастрируют». Но коновалы действительно обладали какой-то и магической силой. Они приводили в ступор человека, значит, и, гипнотизировали, когда и лошадь подчинялась, это такое сильное животное, и корова укладывалась, так ведь, и люди. Эта сила, заложенная в коновалах, отпугивала от них людей, заставляла побаиваться их и обязательно считаться с ними. Коновалы, конечно, остались в прошлом, а вот традиции и обычаи, которые передались жителям по сей день в старинном селе, бережно хранят. Глотова слебеда, поден собада, корми сече, воам сечем, кипедло. Славится глотовская слобода рыбаками и мастерами-лодочниками. С детства, 6 лет смотрю, отец делал лодки, да. Он лодку делал, я садился и смотрел. Он все время говорил: примечай, как, что, повороты делать, как, что. Все, соблюдай и сюда наматывай, чтобы легче было самому делать. Я и говорю, 20 лет, говорю, было, женился, а лодки нету. Мотор купил, а ездить нечем. Раньше же так было. Вот, за 3 дня с женой сделали первую лодку. С тех пор все время потихонечку закажут, делаешь. А есть какие-то свои секреты? Конечно, но я их не выдам. А в деревне Кучмазерье нам удалось запечатлеть сам процесс изготовления лодки. Застали за работой братьев Олега и Юрия Павловых. Отец еще научил лодки делать. С отцом начали. А отец умер, сейчас ходят вдвоем. Вон сын помогает. Делает из 3 частей. Так легче в этот, если не находят. Вот этот зад корма, скажем, отдельно, нос тоже отдельно, и эта середина отдельно. А потом соединяют. Раньше с дерева делали, сейчас облегченно это, жести начали делать. Как-то проще жести делать. Рыбалка в этих местах – одно из любимых видов отдыха местных дам. Женщины, как и раньше, в свой выходной отправляются на реку. И неважно, зима это или лето, рыбалка здесь самое любимое развлечение. Много женщин рыбачит в Глотово? Очень. У нас в основном раньше женщины и рыбачили, большинство. Большинство женщин. Бабушки ездили с сетями, собирали. Здесь ткань такая, наподобие марли. Они в ней прям в воду заходили и так собирали. Ну, вот этих вот мелких, да, вот так вот марлей. Заходили прям в воду. Так вот. И собирают. Меня в основном что привлекает в рыбалке-то? Спокойствие, отдых. Ни о чем не думаешь, только о рыбе. Светлана не только заядлая рыбачка, но и мастерица по плетению сетей неводов. Ей самой очень нравится это занятие. Правда, говорит, передать это искусство некому. Местной молодежи это неинтересно. Говорят, надо долго сидеть, скучно. Рабочий инструмент, сеть, можно сказать, на которой можно потом наловить рыбу и поесть. Каждый глотовский рыбак знает, как готовить местное лакомство, без которого и рыбалка не рыбалка. Поведал нам секреты местной кухни Василий Борисович, тот самый мастер по лодкам. Называлась она, к нам бабушка рассказывала, люль.
Раньше неводом рыбу ходили ловить, маленьких харизов, вот таких, специально, когда сенокос делали. Вот. Сначала выловим, сделаем, разделаем все. И вот это сваришь, воду положишь, вода закипит, харию сюда положишь и ждешь, чтобы мясо отделилось с костей. Потом добавляешь туда сухих сухарей, масло и перемешиваешь. Сейчас сливочное масло. Масло глотовское? Глотовская. Свое. Свое. Приезжайте на люли. Ну вот, наелись, настроение отличное, теперь можно и страшилки местные послушать. Хотите верьте, хотите нет, а водилось в этих местах когда-то в речке Мизень водяное чудовище Глот. Эта нечисть сильно досаждала крестьянам, постоянно похищая у них приведенный на водопой скот, причем проглатывал животных целиком. Вы когда ехали, вы переезжали через 2 мосточка, да ведь? Да, 2 моста. Малый Еридж и Большой Еридж. Вот около этого Ериджа и были первые поселенцы села Глотово. И один охотник из этого местечка каким-то образом он вышел вот сюда, вот где сейчас Глотово стоит. И вот эта речка протекает, вот эти холмы. Этих полей, конечно, не было, там лес был, но лес-то заканчивался, и потом вот эта река открывалась. И он был настолько, этот старик, удивлен, что как красиво. К реке спустился, вода большая, чистая, каждый камушек виден, и рыбы там увидел. И вот он сказал: люди, нам надо в другом месте жить. Вот пришли, все в один голос сказали: как же здесь хорошо, тут надо нам жить, вон какая река. Но этот старик, который первым сюда пришел, он говорит: к воде-то не подходите, там живет, говорит, чудовище. И вот он решил, наверное, пожертвовать собой. Попросил мужиков, чтобы они из березы делали такие колья. Шкуру медвежью ему нашли, потом в эту шкуру, значит, стали вдевать эти колья. Он это вроде бы как одел на себя, нацепил, говорит: завяжите меня, чем попало. Завязали, значит, получилось, как человек одел шубу. Вот. Я, говорит, сяду сейчас в лодку, помогите мне сесть в лодку. И вот старик сел, его вытолкнули на середину речки. И все потом просто онемели, потому что вода забурлила, оттуда камни, песок, все это, потом что-то такое большое, все увидели, лодка со стариком скрылась, это животное, как они подумали, что это очень большая рыба, очень большая, гигантская просто рыба. Она как проглотила старика с лодкой и так закрутилась. Потом вдруг все стихло, все куда-то ушло, и через некоторое мгновение люди увидели, как это все всплыло. Получается, что он проглотил и старика с лодкой, но так как это были березовые колья, вот эти колья как будто ему распороли живот, и он умер, погиб. Это животное погибло. Впоследствии из его ребер сделали столбы для ворот.
богато Глотова на свою ни на что не похожую национальную кухню. На этот раз нас пригласила в гости Мария Васильевна Чупрова отведать старинного местного блюда с интригующим названием нур-яшит. У нас в детстве кормили нас все время, каждое утро варили по коме нур-яшит. Это что такое? Это получается на молоке варят как бы с муки кисель. Вот сейчас я вам покажу. Вот так сейчас закипит, и как подливка она получается. Кисель из муки, видите, вот кисель получается, кисель. Она сейчас закипит. Туда вон, кидаем картошечки, вареные уже. Желательно картошка, чтобы не разваливалась, была в мундире сварена. В детстве было вкусно. Я, например, сейчас вот так же варю кисель и кушаю с редькой. С черной редькой натираешь черную редьку и макаем хлебушком, с черным мягким хлебушком, или испечешь колобков свежих. Вот так вот. Картошечки туда, видите, получается, как кисель картошкой. И маслице туда. Она как закипит и готова. И для желудка это очень полезно. Так, пробуем. Господи помилуй. Поверьте нам на слово, это очень вкусное блюдо. Бережно относятся здесь к культурному наследию. Старинные песни, колыбельные, обряды, что передавались из поколения в поколение, сегодня звучат на сценах учреждений культуры района и республики благодаря коллективу «Пар-Майоль» под руководством Светланы Коскоковой. Они исполняют только свое слободское, что видели и слышали от бабушек и матерей. На стук. Вот его искать, ты не вырастаешетны. Ращи нам юркыч, ращи нам юркыч. Ой-ой, ялый цветья, ой-ой, ялый цветья. На стук, а коткот нагуляет на мадам. Мекот, а женикот козлеч, а ме пышья. Ой, вылышанис, локтис, кымрысыда. Шондиай мамейдай, вердышеяней, дырвен новоглиндай, регыдродитин. Атыбыт кысиндай, ылыбыт шетин. Ылы землядай, тытым семьяым. Ой, на стук, жоник и двоїсь. Локтане, венчаченика двоє свічкою коломунне. Какая красота! Заслушаться и засмотреться можно. Уникальные люди Слободы. Сколько еще можно от них и о них узнать? На этом, конечно, мы не закончим, а все-таки продолжим наше путешествие в эти места. Здесь осталось еще много неразгаданных тайн. Впрочем, как во всех уголках загадочной Удары.